Продлевая жизнь шедевров. Так называется уникальная выставка, которая открылась в Чувашском государственном художественном музее. 74 произведения из его собрания прошли реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря. Затем картины выставили в Третьяковской галерее. И сейчас в обновленном виде их впервые увидели чебоксарцы. Это произведения известных русских художников Крамского, Куинджи, Кустодиева, Левитана, Рокотова, Фешина, Перова, Петрова, Водкина 19-го, начала 20 века и полотна двух корифеев чувашской живописи – Кокеля и Сверчкова. Для демонстрации шедевра выделили центральный зал музея. Обновленные, сверкающие красками картины предстали во всей красе. В Москве над коллекцией работали параллельно 17 реставраторов. Готовили картины к выставке в Третьяковской галерее в рамках проекта «Золотая карта России». Для многих работ это был не первый визит к врачу. Предыстория масштабной реставрации началась более полувека назад. В центре Грабаря хранятся специальные карточки на каждую картину, которая там побывала. И сотрудники уже знали, что сделано и что еще предстоит сделать. Главное не навредить. Принцип, да? Да, это очень так нервирует, напрягает, и в то же время вдохновляет, потому что чувствуешь значимость. И, собственно, работы сами очень интересные. Сотрудники художественного музея называют этот проект беспрецедентным по масштабу и вложениям. До этого лишь единичные работы входили в отдельные российские экспозиции. И выставка с Чувашией в стенах Третьяковки – первый в истории проекта случай, когда республика нашла средства на реставрацию практически всех отобранных работ – почти 12 миллионов рублей. Первый случай, когда огромная, можно сказать, основная часть, стержень нашей экспозиции в русском отделе была полностью отреставрирована. Всех жителей республики мы приглашаем на эту выставку посетить, посмотреть, что мы сделали с вещами и, по сути дела, продлили их жизнь. И такая скорая помощь была своевременной. Около 30 работ, среди которых, например, знаменитые одуванчики Левитана и желтое лицо Петрова-Водкина, никогда не подвергались столь тщательному изучению с использованием современного оборудования. Произведения были одеты в новые деревянные рамы. То есть мы подготовились очень серьезно по всем требованиям Третьяковской галереи. И вот очень жаль, что коронавирус вторгся в расписание работы этой нашей замечательной выставки. Но вот сейчас появляется уникальная возможность для зрителей города Чебоксары увидеть в полном объеме вот эти замечательные произведения, которые были представлены на выставке «Золотая карта России». Горожане, наконец, смогут увидеть картины после почти двухлетней разлуки. До дороги на реставрацию во время капитального ремонта здания отдела русского и зарубежного искусства работы отдыхали в запасниках. Лидия Галактионова, Анна Филиппова, Семен Антонов, Вести Чувашия.